Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. День государственности отмечают в Якутии сегодня. К памятникам видных общественных и политических деятелей возложили цветы. Лесопожарная обстановка в республике остается напряженной. В столице региона уже неделю стоит смог. Откуда взялся дым в Якутске? Молочная, мясная, рыбная и другая продукция высшего качества. Ярмарки выходного дня проводят в столице. День государственности отмечают в Якутии сегодня. От имени руководства республики якутян с праздником поздравил глава региона А.С. Николаев. В этом году 30-я годовщина принятия декларации о государственном суверенитете Якутии, подтвердившей незыблемость нашего единства в составе федеративного российского государства. Эта знаменательная дата объединяет всех жителей республики, кто связал свою жизнь и судьбу с нашим северным краем, кто стремится сделать его лучше. Все, чем богата наша республика, чем мы привыкли гордиться, это заслуга многих поколений якутян, отметил глава Якутии А.С. Николаев. А представители руководства и общественности региона возложили цветы к памятнику одного из основателей государственности республики Максиму Амосову. Максим Кирович Амосов – выдающийся сын якутского народа. Еще в далеком 1922 году сыграл первостепенную роль в образовании Якутской АССР. Статуса автономности добились совсем молодые люди. Самому старшему Платону Аюнскому было 28 лет, Максиму Амосову 25 и Сидору Барахову 23 года. Политика, проводимая Максимом Амосовым, сформировала экономическую структуру Якутии и ускорила темпы развития во всех отраслях. Выступающие отметили, что в празднике Дня государственности тесно сплелись богатое наследие многовековой истории и устремления якутян в будущее. День государственности в Чурапчинском улусе отметили с особым вдохновением. Наряду с основоположниками государственности немаловажную роль сыграл в становлении автономной республики и Иван Винокуров, выходец из первого хаяхсыцкого наслега Бутурусского улуса, который руководил Якутией в 24-25 годах прошлого века, а также успешно работал представителем Якутской АССР в Москве. Сегодня земляки возложили венок и живые цветы у памятника видного государственного деятеля. Мы поздравляем всех жителей нашей необъятной республики с Днем государственности. Очень отрадно сегодня отметить, что среди наших руководителей, развивавших нашу автономную республику, наш земляк Иван Николаевич Винокуров. Он проработал наркомом, начиная с 24 года. И его заслуги мы видим в становлении промышленности, в становлении образования в республике, в становлении культуры. Сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова открыли в Якутске. Строительство инициировал Совет ветеранов Сайсарского округа. Идею также поддержали Усть-Алданский и Горный районы. Сквер находится на пересечении улиц Академическая и Лонгинова. Площадь сквера порядка 400 квадратных метров. В его центре установлена 9-метровая стела с бронзовым бюстом Владимира Лонгинова. По сообщению окружной администрации, стоимость проекта составила порядка 4,5 миллионов рублей. Ветераны, участники Великой Отечественной войны, вдовы участника Великой Отечественной войны и выражают благодарность всем, кто принял участие в строительстве данного сквера и памятника. Теперь у нас в Сайсарском округе есть такой патриотический сквер, который мы будем чтить и помнить тех героев, которых у нас в Якутии 24 человека. Сегодня, в последнее воскресенье сентября, профессиональный праздник отмечают педагоги дошкольного образования. В этом году дошкольному образованию в Якутии исполняется 100 лет, и без малого 40 из них отдала детям учительница поселка Ленинский Алданского района Галина Сизова. Сначала работала в школе, а последние 12 лет обучает дошколят. В гостях у педагога побывала Татьяна Вахнина. Галина Евгеньевна, дорогая моя, уважаемая учительница, помню, люблю, голос ваш до сих пор помню, вашу мимику лица. А прошло уже 43 года с начальной школы, а вы все такая же. Так держать. Это поздравительное письмо Галина Сизова получила от своей воспитанницы. Для педагога теплые слова благодарности от уже взрослых учеников становятся лучшим подарком, а бывших учеников не бывает.
Ребятишки хорошие, умненькие, с заданиями все справляются. В последнее воскресенье первого месяца осени профессиональный праздник отмечают педагоги дошкольного образования, а неделю спустя почет и уважение воздаются учителям. Галина Евгеньевна обе даты считает личными праздниками. Детям она отдала более 40 лет. В последние годы учительница работает только с подготовишками. Детей научить. Самое главное, что дети начинают у меня читать, решать примеры. И очень активно участвуют во всех мероприятиях школы и класса, и даже района. Школа номер 5 поселка Ленинский – одна из двух в районе, где действуют подготовительные классы. Учебный день длится с 8 утра до 5 вечера. Самые настоящие уроки – арифметика, чтение, окружающий мир и информатика – чередуются с активными играми и отдыхом. Для них есть интеллектуальная, игровая деятельность. Если про здоровье, то час здоровья, ритмика и многие другие кружки у них также проходят. Ну и, конечно, как и в садике, да, то есть они и отдыхают, у них есть спальня, у них есть игровая комната. Сейчас у ребят по расписанию развитие речи, а до ухода на занятия они возвели огромный замок. В практике Галина Евгеньевна сочетает инновации с традициями. Часть предметов подготовишкам преподают школьные учителя. Наши педагоги, да, учителя начальных классов, они в один голос говорят, что действительно дети приходят более подготовленные. И психологически они подготовлены, вот, и в плане знаний они подготовлены. Сегодня у Галины Евгеньевны всего 8 дошколят. Это не только маленькие ленинцы, но также жители Алдана. Будущих школьников педагог учит учиться. Татьяна Вахнина, поселок Ленинский, Алданский район. Новые профессиональные мастерские открылись в Якутском колледже связи и энергетики. Они полностью соответствуют международным стандартам WorldSkills. Каждая мастерская отвечает за отдельную компетенцию, а всего их 5. Это информационные кабельные сети, машинное обучение и большие данные, веб-дизайн, разработка мобильных приложений и кибербезопасность. В октябре прошлого года колледж выиграл федеральный конкурс на создание этих мастерских. Мастерская оснащена 18 рабочими местами, 12 рабочих мест на базе iMac, оперативная память 32 гигабайта. И студенты как раз с помощью такого современного оборудования могут разрабатывать мобильные приложения не только для операционной системы Android, но и для iOS. Потому что язык программирования Swift – это наиболее удобный, очень хороший для программирования. И студенты после этого языка смогут легче перейти на другой язык. И это более современно, востребовано, и они будут больше знать. По информации Республиканского оперштаба, сегодня в Якутии выявлено 84 новых случаев COVID-19. В Якутске 42 случая, в Мегино-Кангаласском районе 6, в Намском районе 5, в Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрюнгринском, Нюрбинском районах по 4 случая, в Ленском, Сунтарском, Усть-Алданском районах по 3, в Алданском, Амгинском районах по 2, в Горном, Кобяйском районах по 1 случаю. 1 человек умер от коронавируса. За сутки лаборатории республики провели порядка 4000 исследований на COVID-19. На территории Якутии проводятся работы по тушению 2 крупных лесных пожаров в Чурапчинском и Усть-Алданском районах. Огонь локализован, борьбу с пожарами ведут порядка 100 человек и 7 единиц техники. По предварительной версии, причины данных возгораний – человеческий фактор. В зоне контроля на удаленных и труднодоступных территориях действует 12 пожаров на площади более 500 гектаров. За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Алданском районе. А в Татинском улусе с 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Также на территории 4 районов распоряжениями глав введен особый противопожарный режим. Это Татинский, Сунтарский, Абыйский и Чурапчинский улусы. Пожар идет в Хатылынском наследии, и там есть угроза в одном речке Бабага. И поэтому мы все силы бросили туда. ГАУ, Центрлес там работает, лесничество работает и местное население. На вывоз сена от пожара с бюджета района мы выделили финансовые средства, и за счет этого вот эти сена населенные снега вывезли. В Республике Саха-Якутия практически завершен лесопожарный сезон.
Осталось ликвидировать 2 очага пожара. Один в Усть-Алданском улусе, второй в Чурапчинском улусе. Для ликвидации этих пожаров направлены дополнительные силы и средства районного уровня. Это мобилизованные. На местах работают специалисты. Это парашютисты авиалесохраны и наземная служба Якутлесресурс. Тем временем в Амгинском районе также продолжается борьба с огнем. Обнаружено более 10 очагов у 6 населенных пунктов. Лесные пожары тушат порядка 170 человек и более 40 единиц техники. Огонь уничтожил около 500 тонн заготовленного сена. В настоящее время подсчитывают нанесенный стихией урон. Вблизи участка Улом-Киэль Мисского наслега ситуация стабилизировалась. Сейчас угрозы для проживающих там семей нет. В тушении пожара помог небольшой дождь. В течение недели столицу республики окутывает смог от лесных пожаров, которые действуют в близлежащих к городу районах. Подробнее о ситуации с задымлением готов рассказать Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петя, я тебя приветствую. Какова обстановка на улицах Якутска? Сергей, я тебя приветствую. Действительно, 7-й день подряд в воздухе Якутска витает смог. Сегодняшнее задымление вызвано пожарами, действующими в Усть-Майском и Алданском районах. Там все очаги пожаров действуют в контролируемых территориях, на удаленных от объектов экономики и жилых поселений. Как вы можете видеть, с наступлением вечера ситуация с задымлением в городе ухудшилась с видимостью. Также не помог и дождь, который начался буквально несколько минут назад. Как сегодня нам сообщили в управлении Роспотребнадзора, в воздухе Якутска наблюдается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по всем показателям, в том числе по показателям азота, оксида азота, углерода и взвешенных частиц различных фракций. Напомню, что смог негативно влияет на состояние здоровья жителей. Они жалуются на ухудшение самочувствия, кашель, слабость и головную боль. Так, с 25 числа в Якутии заработала горячая линия для больных астмой. Все пациенты с хроническими заболеваниями могут позвонить по номерам горячей линии, которые вы видите на своих экранах, и получить специализированную помощь. Завтра, в понедельник, синоптики прогнозируют перемену ветра, возможно, небольшие осадки. Будем надеяться, что ситуация с задымлением в нашем городе значительно улучшится. Сергей, у меня на этом все. Петя, спасибо. Мой коллега Петр Васильев рассказал о задымлении в столице региона. На Комсомольской площади Якутска продолжаются ярмарки выходного дня. Напомню, в этом году из-за пандемии не стали проводить традиционную большую ярмарку урожая. Вместо нее, согласно всем правилам и ограничениям, в выходные проводят такие ярмарки. Сегодня около 30 торговых точек представили свою молочную, мясную, рыбную и другую продукцию. Далее ярмарка выходного дня будет проводиться только по субботам вплоть до конца октября на территории Минсельхоза. Хорошо, что ярмарку сделали. Я говорю, считаю, что каждый год, такую, в принципе, ярмарку делают. Думаю, что это нормально, это хорошо, наоборот, то, что продукция своя, пользуется, то, что много спросу. Якутия официально закрыла скаковой сезон. Сегодня в столице региона завершились большие конные скачки, которые прошли без зрителей на трибунах в онлайн-формате. Всего состоялось 6 забегов. Приз председателя правительства на дистанции в 10 тысяч метров завоевал жеребец Кылбар из Мегино-Кангаласского улуса. К слову, у мегинцев есть еще одна победа. В забеге на 1600 метров ее принес конь по кличке Дримшот. В дерби для лошадей 3 лет и более на 2400 метров победа за хангаласским жеребцом Тумена. Также свои призы получили скакуны из Чурапчинского, Амгинского и Нюрбинского районов. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.